Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на ноябрь 2020 года для стрельцов. Посмотрим, какой будет месяц. Замечательный месяц, очень уютный, комфортный, хорошее общение. Конечно же, вот здесь у нас прямое значение у карты – это решение любых вопросов, связанных с семьей, с взаимоотношениями, с детьми, с недвижимостью, с времяпровождением, с отпуском, может быть, для кого-то. Да? Ну, в общем, карта действительно очень такая уютная, семейная. Если же в переносном смысле смотреть эту карту, да, то получается так, что вы в любых вопросах будете, во-первых, поддержаны близкими людьми, семьей, друзьями. Вы будете решать все вопросы сообща, и у вас будет такое полное взаимопонимание. Если были какие-то проблемы, они разрешатся к вашему удовольствию. Давайте посмотрим, чего не нужно делать в этом месяце. Карта говорит о том, что нужно быть очень осторожными с тем, чтобы не попадать в какие-то критические ситуации. Да? Нужно быть внимательным с острыми предметами, за рулем, на дороге, может быть, с конфликтами какими-то, особенно если внутренний конфликт. Да? Не обвинять себя, не стараться требовать от себя того, что невозможно исполнить, и не критиковать себя, не обижать себя, если, допустим, у вас какой-то кризис происходит, да, какой-то период сложный, но, допустим, с работы, да, что-то вы не можете как бы вовремя сделать, или, может быть, осуществить какие-то свои планы, или, может быть, дали обещание, а выполнить не можете. Вот не нужно подходить к себе слишком строго. Нужно как можно проще ко всему относиться и опираться на помощь близких людей. Давайте посмотрим, что ждет в отношениях стрельцов в этом месяце. Для тех, кто в поиске партнера, вы можете встретиться с человеком, который вам очень понравится. Он будет производить впечатление такое, может быть, человека мечты, да, и вам захочется быть вместе, и вы можете даже влюбиться. Но смотрите, этот человек, он довольно-таки такой безбашенный, да, он не контролирует свою жизнь, и если вы доверяетесь ему, то с вами может происходить то же самое. То есть ваша жизнь может стать непредсказуемой, и вы можете попасть в разного рода неприятности. Поэтому вот рекомендация по этой карте: не нужно сразу впадать в какие-то чувства, да, нужно обязательно посмотреть, что за человек перед вами. Ну, может быть, какие-то обстоятельства должны произойти, чтобы вы посмотрели, да, сделали выводы о том, как человек живет, какие у него ценности, какие у него цели, и туда ли он идет. То есть, может быть, он будет производить впечатление вполне благополучного человека, а на самом деле, может быть, там долги или какая-то критическая ситуация в жизни, а он об этом не говорит, и потом может втянуть вас просто в это. Будьте осторожны, не спешите. А для тех, кто уже в паре, может ревность возникнуть. Давайте посмотрим, насколько это обосновано. Скорее всего, у вас появятся какие-то люди рядом с вами, которые будут вашу ревность подогревать. Да, это могут быть родители, это могут быть друзья, любые люди, которые вмешиваются в отношения, они могут вам какую-то информацию передавать. Может быть, из третьих рук, да, от третьих лиц. То есть совершенно может быть и не соответствует действительности. В общем, может быть вот такой суд, да, то есть пересуды, сплетни, и вы можете этому поверить. Но посмотрите, самая первая карта, главная, она говорит о том, что в семье все в порядке, да, что в семье все хорошо, поэтому не нужно обращать внимание на какие-то сложности вот мелкие, да, и не нужно слушать чужие разговоры, да, и не позволять никому вмешиваться в ваши отношения. Может быть, прям ситуация такая, которая как бы показывает, словно ваш партнер действительно в каких-то отношениях, но на самом деле это могут оказаться отношения совершенно другого характера, рабочие какие-то, клиентские или еще что-то в этом роде, да, элементарная помощь другу, то есть не нужно верить всему, потому что здесь могут быть неприятные такие последствия, если вдруг вот эту ревность выпустить как бы наружу, да. Потом вы сами можете оказаться виноватыми и сами себя винить будете.
Для тех, кто в ссоре, какие-то старые могут быть обиды, старые проблемы могут как бы держать вас в ссоре. Никак вы не можете друг друга понять. Но дверь открытая, есть возможность помириться, если разобраться с этими старыми обидами, поговорить об этом напрямую с вашим партнером, да, и есть возможность помириться. Но только смотрите, здесь слишком много всего старого, да, может быть, желательно разговаривать только о той ситуации, которая вас рассорила, и не касаться чего-то давнего, да, может быть, это нужно потихонечку разобрать по мере возможности, не все сразу, иначе тогда вот ссору лишь может только усугубиться. Давайте посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что вот могут быть ситуации, что вы как будто бы вот нашли работу, да, может даже начали уже работать, а потом оказывается, что это совсем не то, что вы хотели, совсем не то, что вы искали, и может быть не то, что обещали вам. И вот могут быть такие ситуации, как бы обмана, да, то есть, может быть, мы сами себя обманываем, то есть у нас было одно представление, да, а потом на практике окажется другое. Но все-таки мы можем здесь как-то переживать. Но ситуация так складывается, что нужно брать то, что идет в руки, и быть готовым просто к тому, что это может быть не так радужно, как мы себе представляем. Просто быть готовыми, и тогда будет легче. Для тех, кто работает, карта говорит о том, что вы засиделись как-то на одном месте или какая-то ситуация, она долгое время не решается, и пришло время все это сдвинуть. Получается, что вы или постараетесь принять решение о переходе на новую работу, или, может быть, обучение вам нужно для того, чтобы на новый уровень перейти, повысить свою квалификацию, или, может быть, здесь нужно принять предложение о руководящей какой-то должности, да, то есть, но то, что нужно менять что-то в вашей деятельности, это 100%. И, скорее всего, это будет очень страшно сделать, но уже пришло время, по-другому уже нельзя. Кстати, может быть, это и удаленная работа, да, когда вы не можете выйти за пределы того, как бы, тех рамок, которые для вас установлены, да, и это может напрягать. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта говорит о том, что будут люди, которые мешают вам развиваться. Это может быть семья, это может быть друзья. В общем, у вас, допустим, есть какая-то идея, вы ей увлечены, и вам кажется, все получится, а люди окружающие говорят: нет, что ты, не лезь туда, это ерунда, это не получится, это не время, да, и так далее. То есть вот не слушать мнение критиков, нужно ориентироваться только на собственные ощущения и понимать, что вы действительно хотите сами. Вот важно, знаете, вот может быть эти люди, которые вам будут давать советы, они хотят вас уберечь, они хотят для вас хорошего, но для вас это вредно. Давайте посмотрим финансы. Те, кто в поиске, те, кто на зарплате, да, вот здесь разбитая ваза. Скорее всего, могут быть расходы, на которые вы вообще не рассчитывали, да, и вот может быть такое, что не знаете вообще, как собрать, допустим, нужные деньги на жизнь, да, то есть есть расходы, есть как бы ситуации, которые требуют вот срочных каких-то выплат, и получается, что потом, может быть, недостаточно средств на жизнь остается. И вот вы думаете, как вам выйти из положения. Давайте достанем еще одну карту. Ну, карта говорит о том, что вы справитесь, несмотря на препятствия, да, все будет хорошо. Можно обратиться к семье, к друзьям, может быть, еще какую-то деятельность поискать дополнительную, да, или, может быть, это даже какое-то хобби превратить в заработок. Но в любом случае вы здесь найдете как бы дополнительные средства, если только не будете концентрироваться на том, что уже как бы произошло, да, нужно искать какие-то пути развития, роста, выхода из ситуации, и это у вас получится. А для тех, кто зарабатывает своим делом, вы решите здесь свои вопросы, вы примете решение, возможно, это будет новое какое-то финансовое направление, вы можете заключить какой-то важный контракт, о чем-то с важным человеком договориться, нужные документы подписать, принять какое-то важное решение касательно денег, в любом случае тут победа.
победа. И, естественно, раз это в сфере денег, это, конечно же, приход денег. Да, хотя вот посмотрите, здесь тучи, да, и, скорее всего, это будет нелегко сделать, но вы победите обязательно. То есть финансовые победы вам обеспечены. Давайте посмотрим здоровье. Для здоровья карта тоже очень символичная. Она говорит о том, что здоровье может как бы перейти в гораздо более лучшую форму. Да, если была болезнь, вот видите, лед, пещера, да, уже как бы выход найден, да, вы уже выздоравливаете, энергетика увеличивается. И, в принципе, все, что касается здоровья, здесь к улучшению, да, то есть это какая-то активация вашего здоровья. Если говорить о том, чтобы его поддержать, просто вы, допустим, здоровы, да, и здоровье нужно поддержать. Здесь карта говорит о том, что нужно что-то менять, может быть, в питании, может быть, нужно двигаться больше, может быть, нужно на свете, да, чаще бывать, но имею в виду на солнце, на свету. Вот, это тоже важно для здоровья, то есть как-то поменять режим свой. Может быть, сидите слишком много, да, больше двигаться. Итог месяца для стрельцов. Замечательный итог, то есть вы сможете очень многого добиться и какую-то свою мечту осуществить, очень важную для вас. Скорее всего, вот у каждого это будет свое, да, у каждого, что главнее всего сейчас для вас, вот то и исполнится в конце месяца. Несмотря на то, что трудности все-таки здесь будут, какое-то преодоление есть, но в то же время и поддержка есть близких, семьи и так далее. Друзья, желаю всем замечательного ноября, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!